Якутск каждый год традиционно встречает 1 мая одной из самых больших и красочных демонстраций в России. 2016 год, объявленный столицей республики Годом труда, не стал исключением. Праздничное шествие, посвященное Международному дню солидарности всех трудящихся, длилось 3 часа 40 минут. В параде приняли участие около 50 тысяч человек, прошедших по центру в составе 15 основных колонн, каждая из которых имела свои яркие отличия. Стоит отметить, что для горожан участие в первомайской демонстрации – любимая и давно сложившаяся традиция. К шествию все тщательно готовятся, шьют костюмы, репетируют выступления, создают праздничные декорации и транспаранты. На 1 мая у нас участвует управление молодежи, активисты общественной организации «Город добра». Многие общественные организации, их называют комендантами. Комендантская группа – это именно для того, чтобы организованно каждая колонна шла, не было разрывов. Изначально мы их начинаем с утра выстраивать, чтобы каждая колонна шла именно за собой по списку, по графику для оповещения дикторским текстом именно той колонны, которая проходит. На большое первомайское шествие в этот день вышли представители органов власти, организаций, движений, политических партий, работники предприятий, ветераны, студенты, школьники, инициативные группы, жители и организации округов и пригородов столицы. Расположившись рядом с главной трибуной, за парадом наблюдали почетные горожане, ветераны тыла и труда, участники Великой Отечественной войны, каждый из которых за годы работы внес личный вклад в развитие города и республики. Именно в городе Якутске было заявлено со всех округов и пригородов города Якутска предприятий 46 тысяч человек. Но сегодня мы чувствуем, именно по загруженности нашими улицами города Якутска, Ленина, поток народу намного больше. И я думаю, что, наверное, все 60 тысяч человек сегодня вышли и прошли на первомайской демонстрации. В ближайшие дни нас ожидает именно подготовка к 8 мая, когда пройдет у нас свеча памяти ежегодная. Там тоже мы ожидаем большое количество нашей молодежи. Ну и 9 у нас пройдет парад. 9 мая бессмертный полк ожидается. Привлечение молодежи. И мы, как молодежь города Якутска, должны призваться к этим дням и замечательно провести эти праздники. А всех жителей города Якутска, всей республики я поздравляю с 1 мая и ближайшими майскими праздниками. У нас прошел хороший парад, погода чуть-чуть покапала, говорят, это к изобилию, поэтому еще будем радоваться. А так, в параде приняло участие 48,5 тысяч человек, из них, если в прошлом году 52 тысячи, то в этом году чуть-чуть меньше. Думаю, что ничего страшного, свыше 300 тысяч коллективов учреждений вышли на парад. Народу много. Все радостные, рады солнцу, рады теплу, поэтому думаю, что праздник удался. Вместе с руководством Якутии участников парада поздравил глава Якутска Айсен Николаев. Несмотря на небольшой дождь и ветреную погоду, в 1 мая в Якутске было тепло и повсюду царило праздничное настроение. Мне бы хотелось поздравить всех горожан города Якутска с этим весенним праздником, праздником 1 мая, который уже много лет справляется в нашей стране и в городе Якутске в частности. То единение, то желание встретить лето, весну олицетворяет всех жителей города Якутска с этим праздником. Поэтому я всем желаю здоровья, любви и счастья в личной жизни. После парада на площади Дружбы состоялся флешмоб, где все желающие смогли танцевать национальный танец Асохой. В это время на всех площадках города прошли концерты, конкурсы, развернулась праздничная торговля. На площади Ленина состоялся концерт победителей фестиваля художественной самодеятельности среди трудовых коллективов «Труд во славу Якутска, во благо России». Мы поздравили наших горожан с праздником 1 мая, с праздником весны и труда. На площади Ленина состоялся концерт и подвели итоги фестиваля трудовых коллективов, который был посвящен Году труда, объявленному на территории городского округа город Якутск. В фестивале приняли участие более 1173 человек. Это практически 85 организаций предприятий города Якутска. Все пригородные городские округа приняли активное участие. Мы надеемся, что с каждым годом наши мероприятия будут также с воодушевлением восприниматься нашими горожанами, и они будут активными участниками. Сегодня мы наградили достойных наших участников
Первое место в фестивале занял Тулагино-Кильдямский наследник и получил сертификат на 300 тысяч рублей. Второе место занял Хатасский наследник, приз ему сертификат 100 тысяч. И третье место Центральный округ, которому вручили сертификат на 50 тысяч рублей. Мы искренне всех горожан поздравляем с этим замечательным праздником и ждем вас всех на наших мероприятиях. В этом году 1 мая еще и совпал с празднованием Пасхи у православных христиан. Во всех храмах Якутска прошли богослужения, после которых все желающие могли осветить угощения, приготовленные ими к праздничному столу – куличи, яйца Пасхи. С 1 по 8 мая в Якутске состоятся концерты, театральные представления и поэтические вечера Республиканского пасхального фестиваля «Золотые купола». Танцуем на месте! Танцуем все! Знаком почета и уважения к созидательному труду человека. В нашем селе, как и везде, всегда в почете человек вклад. Но нагрузку почета славному трудному человеку. Действительно, не успели. Якутское местное отделение от республики использует организации региональных Нерушимая дружба народов республики Саха-Якутия! Ура! Представители разных народов, каждый из которых обладает созидательная деятельность многих поколений. Спортивная держава для международных спортивных игр юным спортсменам республики. Ура! Юные сегодня республика входит в число самых перспективных регионов Российской Федерации. Поступали улучшали качество жизни населения. 1 мая всегда приносит решение обновления, надежды на перемены к лучшему. Этот праздник символизирует продолжение добрых традиций созидательного труда.
Он объединяет людей разные политические взгляды. Но стоит в одном променять вот объединение и дружба народов. Мы с вами великой истории нашей страны. Должны формировать наши традиции. Праздником вас! Спасибо. Как поживаете? Уважаемый президент дорогие якутяне, 20-летием Конституции Республики Саха-Якутия и 1 мая. Праздник весны и труда – это с нами, всеми якутянами любимый праздник. Этот день профсоюзы выходят с главными лозунгами на первомайские демонстрации. В этом году первомайские акции пройдут максимум благодаря народной программе. Благодаря программе народных инициатив и профсоюзы всегда выступает за справедливость. Учредил книгу лучших трудовых династий. Он также своим указом учредил День профсоюзного работника. Это говорит о том, что роль общественности возрастает. В отчете президента я думаю, что общественные институты настоящие профессионалы своего дела. Им доверяем бою самые сложные дела. Все каждого промышленность поднимают сельское хозяйство. Наши воздушных, морских, речных судов уходят на вахту. Потому что как мы работаем в этом месте, такой будет идет. Здравствует! Крымская республика отмечает 380 лет рождения якутских. Очень символично то, что именно явный год объединения столетия
Дрибли. Колонна управы Гагаринский округ. Честь и хвала жителям и труженикам Гагаринского округа. Ура! Гагаринский округ – это воздушные ворота. Приветствуем педагогический коллектив средней школы номер 24. Ура! Надежде республики, будущий интеллектуальный элит. Сандался сонной городской больницы номер 2. Ура! Да здравствует доступное здравоохранение! Ура! Приветствуем Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации. Авиаторам республики! Ура! Приветствуем праздничную колонну покорителей! Воздушный флот республики всегда, во все времена был и остается гордостью якутян. Это один из самых подвижных и незаменимых видов транспорта в нашем суровом крае, где половина территории круглогодично доступна только... С праздником весны и труда! Ура! С 1 мая поздравляем коллектив авиакомпании «Полярные авиалинии». Ура! Авиакомпания в июне это воздушной авиации. Полярным летчикам, инженерам и авиатехникам авиакомпании. Ура! Приветствуем праздничную колонну открытого акционерного общества «Аэропорт Якутск». Из ключевых позиций транспортной отрасли республики. Единственный международный аэропорт в республике. Ура! Человеку труда! Ура! На центр союз родителей города Якутска Туймада. Ура! Якутия, отличник молодежной политики республики,
Харитигар Ильгая Эяга Самоголовуга Бигасолунан. Ура! Приветствуем колонну общеобразовательной школы под номером 21 во главе с директором школы Ермолаевым Сергеем Артемовичем, отличником образования республики, отличником просвещения. 1 мая! Ура! Приветствуем колонну трудового коллектива управляющей компании по обслуживанию жилого фонда ЖКХ Губинский. Ура! Тепло и уют в каждом. Ура! К трибуне подходит колонна трудового коллектива Ордена Трудового Красного Знамени Открытого акционерного общества Ленское объединенное речное пароходство. Управление водных путей и судоходства во главе руководителя Павла Владимировича Светков. Ура! Транспортному флоту! Во главе колонны идет директор, вице-президент Якутского регионального отделения Всероссийской полицейской Вера Гаврильевна. Приветствуем колонну работников Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, комплексный центр социального обслуживания населения города Якутска. Ура! Центр гордится реальными делами на благо слабо защищенных пожилых людей, инвалидов и других категорий граждан, прославленный своими традициями и достижениями, один из лучших густонаселенных округов города Якутска, управа Октябрьского округа. Ура! Коллективу Института биологических проблем Триолитозона Сибирского отделения Российской академии наук. Ура! Приветствуем Институт мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова Сибирского отделения Российской академии. В 2005 году широко были освещены Всероссийская фестиваль «Спартакиада», международный чемпионат по футзалу в городе Мирный. А в 2004 году трансляции международных спортивных игр «Дети Азии» смогли увидеть зрители стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Средней Азии. Вещательная компания «Саха». Ура! Колонну возглавляет президент компании Иван Михайлович Андросов. Проведена реконструкция производственных помещений компании. Запущены новые телевизионные и радиоаппаратные студии. Начал работу новый кабельный канал НВК+. Строится новый студийный комплекс. Национальная вещательная компания «Саха» – одна из лучших компаний Российской Федерации. Ура! На праздничной площади коллектив Республиканской общественно-политической газеты «Якутия». Коллективу газеты «Саха-Тире». Ура! Приветствуем автономное учреждение Республики Саха-Якутия «Саха-Печать». Ура! Истинные ценности изданий «Саха-Печать». Предприятие города Якутска. Ура! Кехмай Ляванна Сазбранигнан. Ура!
проходит колонна государственного унитарного предприятия «Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха-Якутия». ТЦТР – один из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и радиовещательных компаний на территории Республики Саха-Якутия. Встречаем молодой коллектив государственной телерадиокомпании «Саха». ГТРК «Саха» – это филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. ГТРК «Саха» – это оперативность, достоверность. Балета! Ура! Якутский финансово-экономический колледж «Филиал» поздравляет всех жителей и гостей Якутска с праздником 1 мая! Ура! Учимся и преподавателям Якутского художественного училища. Ура! Приветствуем 17-ю... На площади крупнейший оператор сотовой связи «Билайн». А также провайдер интернет Гелиос ТВ. Качественная связь каждый... Приветствует группа компаний «Салвин Фуд», лидер рынка услуг рекламы в Якутии. В колонну вступает культурно-развлекательный центр Косово, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии наук, академик Петровской академии наук, академик Академии духовности Республики Саха, заслуженный учитель Российской Федерации, почетный гражданин Республики Саха-Якутия Евгения Исаевна Михайлова, председатель первичной профсоюзной организации студентов Александр Владимирович Сусоев, председатель профсоюзного комитета работников СПУ Афанасий Семенович Савин, студентам и преподавателям университета ура! На площади студенческие строительные отряды. Стройотрядовское движение – это замечательная, несущая пользу традиция. Наша молодежь ее поддерживает. И именно поэтому строительные отряды в Якутии активно трудятся во многих сферах экономики на всей территории Республики Саха-Якутия. Стройотрядам первомайский привет! Ура! Эдеричатка урой айхал ура! Приветствуем профсоюзную организацию студентов. Профсоюзы за стабильное развитие. Приветствуем праздничную колонну ректората и структур. Среди вузов Сибири и Урала проходят стажировки в городах Москва, за рубежом Болгарии. Будущим педагогам республики! Ура! Качественное образование. Давление посильнее. Около 100 преподавателей, 14 докторов и 33 кандидата наук. Пора.
Образовательный центр. Институт стал подготовки спортсменов высокого класса. Весну здоровых встреч, чтобы духом не стареть. Спортсменам республики. Ура! Здесь готовят специалистов, которые способны организовать весь производственный процесс строительства, содержания оборонных мостов для реализации федеральной целевой программы «Схема развития производителей». Слава будущим дорожникам республики! Ура! Во благо родной земли! Ура! Вы наша надежда, наша уверенность в будущем! Ура! Энергетикам республики! Ура! Честь и слава работникам Якутской ТЭС! Наши достижения на благо Родины! Ура! Да здравствуют предприятия города! Активные созидатели настоящего! Вашему дому! Ура! Приветствуем работу! Энергия наша работа! Энергия наша судьба! С первомайским приветом работникам ТЭС! Ура! Первомайский привет коллективу якутских городских электрических сетей! Ура! Энергетикам республики! Ура! Да здравствует 1 мая! Да здравствует 1 мая! День весны и труда! Ура! Ура! Водоканал – один из крупнейших предприятий Республики Саха-Якутия в области водоснабжения и водоотведения.
был образован. Проживает 34 человека. Находится 19 жилых кварталов. Лучшие традиции фундаментального педагогического колледжа. Поздравляю всех с 1 мая! Мир! Справился уже. Завершила техническое перевооружение и оснащение аппаратом. Бүгін бұл праздниктің үші бәтіғаста барды тарихында бағайы онда олықтен долгүйдігіт қамары тұрамыд долгүйлақ бағайы так үші празднигінен. Ура! Ура! В 2014 году предприятие отметило свой 45-летний юбилей. На предприятии трудятся более... Готовим около 4000 инженеров по разным специальностям. В настоящее время на 9 кафедрах факультета работают 75 преподавателей. Инженерно-технический институт активно приступил к реализации одного из 5 приоритетных направлений программы развития ТВПУ «Наукоемкие технологии и производство в условиях Севера». Профессорско-преподавательскому составу и студентам инженерно-технического института Здравствуйте! Сегодня очень замечательный день, праздник весны и труда. Все люди очень рады этому празднику, ходят с улыбками, и это очень здорово. Мы тоже собрались сегодня на этот праздник, чтобы порадоваться весне и пожелать всем, конечно, счастья и побольше улыбок. С праздником вас! Студентов и преподавателей Северо-Восточного федерального университета. Мы приветствуем школу, в которой тоже в свое время учились ныне
сотрудники АТБ. Это одна из самых центральных школ нашего города. Сегодня прекрасный день. Сегодня 1 мая. Мы, люди старшего чуть поколения, которые воспитаны в советское время, всегда этот день ждем с особым волнением. Этот год он особенно волнителен, потому что в этом году 70-летие Победы. Ну а так, в целом, конечно, это начало весны, начало жизни. Сегодня столько народу. Сегодня народ, несмотря на всякие там препоны, со своим настроением вышел вот сегодня на демонстрацию, да? Поэтому сегодня очень такой подъем хороший, который, наверное, символизирует наше единение, наше стремление к лучшему. Да? Все равно вот мы всегда верим в лучшее.